Вот третья резолюция ООН уже по Крыму. Отличается она, ну, в том числе тем, что там названы фамилии политзаключенных из Крыма. Везде. Прокомментируйте, пожалуйста, насколько, что это значит? Он не может заставить Россию выполнять эти резолюции. Вот какой в них смысл тогда? Вот что это для Украины? Знаете, многим хотелось бы там более каких-то действенных шагов, уже практического плана, естественно, но международное сообщество так резко не реагирует. Есть последовательные действия, которые четко вычерпывают по итогу то, что Российская Федерация не намерена соблюдать международное право, действующее законодательство, даже свое, я уже не говорю о соседних государствах, что является, на мой взгляд, там основным. Это первый месседж, что весь цивилизованный мир поддерживает Украину. И самое главное, мы уже видим в каждой резолюции практически уже заявление о том, что требование вывести войска из Крыма и освободить Крым. Освободить Крым для восстановления суверенитета и целостности Украины. Это важный месседж. Почему? Потому что в этом корень зла. В 2014 году Российская Федерация оккупировала Крым, а потом создала на Донбассе вот этот вот очаг, которым она регулирует, и в том числе и потом активность международных наших партнеров, прекратить обстрел, не прекратить, отступить, не отступить, что делать на Донбассе, для того, чтобы не говорили о Крыме. Уже все международное сообщество поняло, корень зла Крым. Как только проблема решится с Крымом, на Донбассе на следующий день никого не будет. Что такое политические заключенные? Безусловно, это очень важно, что именно указаны фамилии наших активистов, граждан Украины, но мы не должны забывать, там 2 миллиона наших граждан. И без труда ФСБ, ГРУ и все остальные карательные службы могут спокойно обвинить в терроризме или в какой-нибудь другой тяжкой статье любого гражданина Украины, находящегося на территории Автономной Республики Крым, либо те, которые пересекают линию разграничения. Они это делают и назначить срок, и будет новый политический заключенный. Вот Эдем Бекиров, да, инвалид, Бекиров, без ноги. С материковой части хотел приехать проведать родственников на территории Крыма. То есть здесь корень проблемы – это освобождение Крыма. Как Крым будет освобожден, все проблемы закончатся.